Медучреждения Хакасии активно комплектуются новыми кадрами. Для молодых специалистов в республике действуют сразу 14 мер социальной поддержки. Среди них и единовременные выплаты, и прибавки к зарплатам, и им предоставление жилья. Как итог, только в текущем году в Абаканскую больницу пришло 67 врачей. Тему продолжит Константин Кравцов. Тяжелый труд, многочасовая работа и ответственность за жизни людей. На хрупких плечах Анастасии Дзюбы десятки пациентов. Она из тех, кто знал, куда идет, и о выборе профессии, кажется, ни капли не сожалеет. В эндокринологическом центре Анастасия едва ли не самый молодой специалист. Ей 24, врач-стажер. То есть и работает, и учится параллельно в ординатуре. Мне было интересно то, как именно работают железы внутренней системы, как вообще, учитывая еще, что очень много пациентов с диабетом, очень интересно, как им помочь, как их лечить. Вот, собственно, поэтому я выбрала. Сергей Чмыхало с выбором профессии определился еще в школе. Очевидно, сыграло то, что в семье есть врачи. Сейчас он невролог в Абаканской больнице. Устроился в сентябре, практически сразу после учебы. Конечно, молодое сердце врача, полно романтики и горит большим желанием помогать. Но ведь помогать и не только словом нужно самому молодому кадру. Здесь Сергей вроде как вполне доволен. Для меня пока достаточно именно 10 тысяч в месяц. Это получается молодому специалисту платится в течение 3 лет. Потом идет единовременная выплата 250 тысяч тоже молодому специалисту и предоставление жилья. Абаканская больница в авангарде всей медицины Хакасии. Кадровый вопрос особо важен, ведь зачастую сюда поступают, так сказать, острые пациенты. В текущем году учреждение в буквальном смысле стало богаче. Пришло 67 врачей. Из них большая часть молодые, те, кому до 35. Фактически полностью закрыт вопрос с участковыми терапевтами. Все это, очевидно, результат большой работы по привлечению. Социальные меры поддержки – главный аргумент, но на достигнутом останавливаться рано, уверен главный врач больницы. Хирурги, офтальмологи и прочие узкие специалисты – все так же большой дефицит. Многие меры соцподдержки рассчитаны на специалистов первичного звена, имеется в виду участковых врачей. Но вот дефицит узких специалистов в первичном звене, он сегодня серьезный, он ощущается. И думаю, что при обсуждении мер социальной поддержки их надо больше расширять теперь и на специалистов узкого профиля, работающих в первичном звене. Большую роль играют и условия. Очевидно, что на тяжелом, высокотехнологичном оборудовании молодому врачу как минимум интереснее работать. Об этом в высоких кабинетах тоже забывать не стоит. Ведь пока сердце горит и полно амбиций, результат будет. Мечтаю написать кандидатскую, то есть и в дальнейшем доктор. Ну вот такое, именно по науке тоже интересно. Константин Кравцов, Руслан Шалгынов. Вести, Хакасия.